В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего вторника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Глава Якутии с рабочим визитом посетил Усть-Майский район. Он принял участие в открытии нового детского сада и рассказал о будущем строительстве современного больничного комплекса. Также Айсен Николаев, но уже в Якутске, получил вакцину от коронавируса. Столичный медцентр ввел главе региона «Спутник Ви». Меньше чем днем ранее зарегистрировано новых заболевших COVID-19 в Якутии. Наибольшее число по-прежнему в крупных городах. Найденного во льдах шерстистого носорога презентовали сегодня журналистам Ученой академии наук Якутии. В чем уникальность находки? Сити-фермерство набирает популярность среди якутян. В одной из столичных домашних теплиц побывала наша съемочная группа. Несмотря на южное расположение Нерюнгри, морозы там вплотную приблизились к отметке в минус 50. Как в этих условиях учатся дети? Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии нового детского сада на 90 мест в селе Петропавловск Усть-Майского района. Строительные работы выполнила ПАО «Лорб». Стоимость объекта составила 180 миллионов рублей. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Новый детский сад «Аленушка» разместился в новом большом и просторном здании. Оно построено вместо двух старых обветшалых корпусов, которые были построены в 60-х, 80-х годах. В районе, конечно, в Алданской зоне, это первое каменное здание для садика. Это, в общем-то, шикарно по всем уже сегодняшним требованиям современным. На 90 мест, 1600 квадратных метров. Садик с видеонаблюдением, значит, с залом и музыкальным, залом, актовым залом, физической культуры залом. Население очень довольно. И сегодня все просто праздник в поселке, понимаете. Ну, мы благодарим Айсена Сергеевича, потому что Николаева, который, в общем-то, поддержал еще начало строительства в 2019 году. Новый детский сад рассчитан на 90 детей. Концепция здания, его внутренняя отделка учитывают многонациональность наследия, а также природные особенности местности. На прилегающей территории благоустроены прогулочные участки с верандами и игровыми площадками. У нас будет 6 групп. Мы очень рады тому, что у нас будут теперь все возрастные группы чистого возраста. Это получается, у нас дети будут посещать детский сад с 2 месяцев до 7 лет. И значит, у нас на базе нашего детского сада организованы проектная деятельность. Значит, проект «Одаренный ребенок», проект «Шахматы детям». Мы ведем работу, и мы надеемся, что вот сейчас с введением с новым садом, с открытием нового сада, у нас будет работа уже более на высоком уровне. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что новое здание детского сада позволит значительно повысить качество дошкольного образования в селе Петропавловск и имеет большое значение для всего Усть-Майского района. Усть-Майский УЛУС имеет очень важное значение для развития и Восточной Якутии, и в целом нашей республики. Особенности мы помним в советское время, когда здесь была очень серьезно развита золотодобывающая промышленность, лесопромышленность. Район активно тогда развивался. К сожалению, в 90-е, в нулевые годы достаточно серьезный кризис был в целом в экономике, в социальной жизни района. Последние годы мы видим оживление, значительное оживление и в промышленности, и в социальном развитии района. Для дальнейшего социального развития в Усть-Майском районе в ближайшие годы планируется строительство школы в селе Кюбцы, школы-сада в селе Эльдикан и детского сада в Усть-Мае. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Усть-Майский район. Новый современный больничный комплекс будет построен в Усть-Майском районе в 2023 году. Об этом также сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в район. Он отметил, что комплекс будет построен в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. На строительство выделят порядка 750 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Строительство начнется уже в этом году и должно быть завершено к 2023. Кроме того, Айсен Николаев отметил, что за прошлый год в районе удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Во многом благодаря слаженной работе районного оперативного штаба. Он выразил благодарность медикам и вручил государственные награды. Конечно, вначале были в том плане, что нужно было помещение отдельно для ковидных больных. И, конечно, наша администрация больницы вот, в лице главного врача Татьяны Викторовны Рогожиной приложила максимум усилий
И я думаю, что не одну бессонную ночь она провела для того, чтобы организовать лечение ковидных больных. Также Айсан Николаев сегодня получил вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Прививку поставили в медицинском центре Якутска. Главе региона ввели препарат «Спутник Ви», первую зарегистрированную Минздравом России вакцину против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день количество привитых «Спутником Ви» якутян превышает 6 тысяч человек. Вакцина «Эпивак Корона» – 1000 человек. Иммунизация проходит в Якутске и 23 районах республики. Я получил прививку «Спутник Ви». Самочувствие у меня нормальное, хорошее. Ага, а насколько обеспечена Республика Саха-Якутия вот вакциной «Спутник Ви» именно? Ну, на сегодняшний день более 27 тысяч доз вакцины поступило в республику. Более 8 тысяч человек уже получило. Вот только за сегодняшний день, ну, чуть менее 1500 человек получило. Вакцинирование активно идет в городе Якутске и в 23 районах. В некоторые районы вот только сегодня доставлено, начнется в ближайшие дни. Ну, к сожалению, в 3 района пока из-за погодных условий еще не удалось завести. Но вот как только погодные условия позволят, вакцина будет довезена, и там тоже вакцинирование начнется. Теперь к последним данным по коронавирусу в Якутии от оперативного штаба. Еще 128 человек заболели COVID-19. Выявленных случаев меньше, чем днем ранее. В столице региона 45 заболевших. Наибольшее число инфицированных выявили в Мирнинском районе – 34 человека. В Нерюнгринском районе 15 и Алданский район – 14 пациентов. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Характеризуя санитарно-эпидемиологическую обстановку в нашей республике сегодня, я бы хотела прежде всего сделать акцент на той массовой вакцинации, которая началась у нас в республике. Практически во все районы республики доставлена вакцина, и на настоящий момент, помимо медиков, учителей, мы приглашаем на вакцинирование всех жителей нашей республики. Это прежде всего связано с необходимостью, безусловно, формирования коллективного иммунитета. Иммунитета, который позволит нам противостоять вирусу для того, чтобы прежде всего сохранять в том числе наши семьи и сохранять наше население. Сейчас короткая реклама и смотрите далее в программе. Найденного во льдах шерстистого носорога презентовали сегодня журналистам ученые Академии наук Якутии. Между тем, сити-фермерство набирает популярность среди якутян. Несмотря на южное расположение Нерюнгри, морозы там вплотную приблизились к отметке в минус 50 градусов. Как в этих условиях учатся дети? Это итоги дня. Продолжаем программу. МВД Якутии подвело итоги работы за 2020 год. Глава ведомства Владимир Прокопенко отметил, что несмотря на объективные сложности, во многом связанные с эпидемиологической обстановкой, в целом сотрудники справились со всеми поставленными задачами, направленными на стабилизацию криминальной ситуации в регионе. В 2020-м зафиксировано снижение регистрируемой преступности на 1,9%. Тем самым уровень преступности в регионе остается самым низким в Дальневосточном федеральном округе, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям. На 13% снизилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Краж на 18%, за владение транспортными средствами уменьшилось практически на 20%. Кроме того, сократились грабежи и разбои. Почти на четверть снизилось и число преступлений, совершенных в наркотическом опьянении. Организованные преступные группы, мы задерживали лиц, которые не только работали по нашему субъекту, но и по другим. Это уроженцы Московской области, Краснодарского края, Красноярского, Магаданской области, город Благовещенск. Вот буквально в декабре мы задержали курьера, который прибыл с Москвы, привез синтетический наркотик, который был профессионально упакован под детское питание. Вот, сделал 6 закладок в 18 километрах от города Якутска. И вот в результате грамотных профессиональных действий наших оперативников, которые работали по выявлению наркотических средств, было изъято 3 килограмма синтетических наркотиков. Это довольно тоже крупная партия, которая оценится порядка 20 миллионов рублей.
Около 3000 рабочих мест от 600 предприятий. В Якутии с завтрашнего дня начинается республиканская онлайн-ярмарка вакансий «Траектория карьеры». В течение 2 дней порядка 10 тысяч выпускников вузов, СУЗов и незанятой молодежи смогут трудоустроиться в разных отраслях. Актуальная вакансия будет в сфере энергетики, транспорта, промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства и в социальной сфере на портале «Работа в Якутии.рф». Среди них такие компании, как «Алроса», «Колмар» и «Якутуголь». Всего будет работать 21 онлайн-площадка, где соискатели смогут напрямую задавать вопросы работодателям, направить резюме и пройти собеседование. Мероприятие пройдет на платформе Zoom. Ярмарка также будет транслироваться на YouTube-канале Центра занятости населения республики. В течение месяца после этих 2 дней работы, конечно, специалисты службы занятости, они продолжат эту работу. Значит, в течение месяца будут эти, значит, резюме отрабатываться с работодателями, устраиваться, значит, онлайн-собеседование с целью дальнейшего трудоустройства. Найденного во льдах шерстистого носорога презентовали сегодня журналистам ученые Академии наук Якутии. В чем уникальность находки, расскажет Дмитрий Тымыров. Ушные хрящи, глаза, кожные и волосяные покровы, часть хвоста и копыта. Действительно уникальная находка для ученых, изучающих мамонтовую фауну. Носорог довольно-таки упитанный, есть жировой слой, который уже превратился в порошкообразную субстанцию. И шерсть сохранилась, шерсть довольно длинная, где-то около 30 сантиметров местами, а местами очень короткая. Цвет шерсти местами коричневый, местами желтый. Вот. Ну, как я уже говорил, сохранилась гортань, скорее всего, язык сохранился, мозг, скорее всего, сохранился. Мы его будем делать томографию компьютерную, будем осматривать мозг. Туша доисторического животного после изъятия из царства вечной мерзлоты сегодня весит 205 килограммов. Длина 2 метра 36 сантиметров. По словам ученых, предварительный возраст этого животного составляет 3-4 года. И они обитали на территории нашего региона во времена ледникового периода. Начиная там примерно 200-300 тысяч лет назад и где-то до 10 тысяч лет назад. То есть в обширное время они обитали. Ну, это были действительно северные носороги, покрытые шерстью. То есть они были приспособлены к холодному, но сухому климату и могли обитать вот в северных условиях, в условиях короткого лета, длительной зимы снежной. Ну, рядом с мамонтами. Доисторический артефакт нашли на территории Абыйского улуса. Сегодня на презентации туши шерстистого носорога автор находки Александр Савин сообщил, что для его команды это первая большая такая находка. В Академии наук мы работаем уже 7 лет, но помогаем, как сказать, найти останки древних животных. Там кости, бивни, там щепа, там они даже, как сказать, чем питались там. Иногда находим даже там свежие, зеленые трава, там вот такие находим. Мы тоже отдаем все это от науки. По словам ученых, благодаря таким находкам можно создавать полную картину того времени, каким был климат, какая флора и фауна и как эволюционировали животные. Мы будем изучать внутренности этого животного. Во внутренностях есть, да, сохранились, допустим, экскременты, какая-то в зубах застряли какие-то травы. Мы их будем анализировать, сравнивать, какие травы там есть и какой климат был. И уже идет реконструкция климата. В то время, когда он жил, какой климат был, и от этого выходим уже на палеоэкологию. Новым доисторическим артефактом сегодня уже заинтересовались многие ученые мира. Им сейчас предстоит определить его пол, точный возраст и от чего он умер. На это, по словам якутских ученых, уйдет примерно 1,5-2 года. Дмитрий Тымыров, Иван Яковлев, Павел Пахомов, Якутск.
В начале года Линчан засыпало снегом, а теперь улицы утопают в мусоре. В этот раз всему виной стали разногласия регионального оператора и предприятия «Профи», которое последние 2 года занималось вывозом. В декабре прошлого года директор «Профи», не согласившись с расценками регионального оператора, отказался подписывать договор. Но, несмотря на это, до 15 января по просьбе заместителя главы города Ленска компания все-таки вывозила ТКО. Хотя с 1 января это уже были обязанности рекоператора. Но он приступил к их выполнению только накануне. Из города Мирный им была пригнана специализированная техника, которая сразу приступила к работе. Первым делом вывоз твердых бытовых отходов начался с центра. Несмотря на критически низкие температуры, предприятие работает в ударных темпах, иначе просто не очистить город от скопившегося мусора. За один день было очищено более 100 мусорных контейнеров. Сити-фермерство набирает популярность среди якутян. Одна из них – молодой предприниматель Наталья Мир. Выращивает ростки полезных овощей у себя дома. Говорит, это не только бизнес, но и приятное времяпрепровождение. С ней встретилась и расспросила подробнее о сити-фермерстве Ульяна Шагина. Смоченный джутовый коврик. Вода обязательно. Сити-фермерство начинается со смоченного в обычной фильтрованной воде джутового коврика. Он заменяет почву и позволяет вырастить семена микрозелени в экологически чистых условиях. Сити-фермерство в Якутии – уникальный вид деятельности. Удивительно наблюдать за домашней теплицей, когда на улице минус 50. В принципе, городское сити-фермерство, оно может быть и на подоконнике. То есть это люди, которые выращивают у себя в квартире именно пищу, растения, например, салаты, огурцы, помидоры и так далее, для своей семьи, для себя. Молодая зелень – это, конечно же, не только вкусно, но еще и полезно. Это не какие-нибудь там заморские травы, которые привозят с нами издалека. Это обычный вкус детства, который знаком нам еще с бабушкиной дачи. Здесь выращивается около 15 видов различных растений. Среди них молодой горошек, подсолнечник, горчица, редис, разные виды капусты, ну и многое другое. Зарабатывать на выращивании и поставках микрозелени Наталья начала год назад. Ухаживать за микрозеленью, как оказалось, очень просто. Благодаря полученной от государства поддержке удалось приобрести гроу-тент – специальную закрытую мини-теплицу, в которой выдерживается определенная температура, влажность и автоматический полив 3 раза в сутки. Я прихожу сюда раз в сутки и наблюдаю за ростом растений. Меняю растворы, на которых они растут. Вот, кстати, идет полив, включился. Она у меня поливает себя сама, включает свет сама, но это как бы стандартный стеллаж для выращивания растений. Именно такую зелень используют шеф-повара для украшения изысканных блюд. Вегетарианцы добавляют в смузи, молодые мамы кормят своих детей. Но ученые не перестают рассказывать о ее полезных свойствах. Так, 1 столовая ложка таких ростков покрывает суточную норму витамина С, повышает иммунитет и очищает организм от различных токсинов. В молодых росточках содержится огромное количество витаминов и полезных веществ, которые в легко усваиваемом виде поступают к нам в организм после срезки. Вкус у микрозелени очень приятный, не резкий. К примеру, ростки гороха ничем не отличаются по вкусу от самих горошин и даже бывают насыщеннее. Наталья активно ведет и инстаграм-страницу, где не только рассказывает о своей работе, но и продает зелень своим подписчикам. В планах у молодого предпринимателя не только расширить свое производство, но и в целом популяризировать идею сити-фермерства, чтобы свежие витамины появились в доме каждой якутской хозяйки. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. В Мирном крепкий мороз переживает автопутешественник из Севастополя. Длительная непогода стала причиной 2-недельной остановки. Вячеслав Черемискин в пути около 2 месяцев. На путешествие по России сподвиг проект «Россия. Наш общий дом». Идея путешественника – соорудить мемориал, который объединит жителей России в одном месте. Для этого вот уже на протяжении 8 лет Вячеслав собирает землю с каждого региона, чтобы поместить ее в зеленую карту страны. На сегодняшний день путешественник посетил 82 региона. В ближайшее время в планах посетить Чукотку, Камчатку и Калининград. Путь пролежит через Якутск. Я проехал на сегодняшний момент 82 региона, мне осталось 3 региона: Чукотку, Камчатку и Калининград. Вот Чукотку, Камчатку я сейчас еду, и вот здесь, в славном городе Мирный, значит, после автозимника очень тяжелого, это Усть-Кут Мирный, значит, морозы стукнули, вот я поправлю, тут меньше 50 по ночам не опускается, вот, и получается, что холодно, машина не едет просто, и она на морозе
час езды, все, она замерзает. Там датчики, электроника. Вот сейчас здесь хотя бы 40 жду. 40 сейчас как весны жду, 40 градусов. Вот. Проеду до Чукотки, уверен, нормально все будет хорошо. Несмотря на южное расположение Нерюнгри, морозы там вплотную приблизились к отметке в минус 50. Отклонения от нормы достигают 11-12 градусов. Как в этих условиях учатся дети, знает Ирина Кичигина. Следует отметить, что в разных районах города температура немного разная, потому что есть кварталы, которые находятся в низине, и там температура немного ниже. Больше всего этот вопрос волнует, конечно же, родителей школьников, так как решение отправлять или не отправлять ребенка в школу принимают именно они. Пока актированные дни для всех школьников первых-четвертых классов были объявлены всего на пару дней. Но в школе номер 2 города один день не учились все ребята с 1 по 11 класс. Если говорить о поселках, то в некоторых из них температура значительно ниже. Я жительница поселка Биркакит, работаю в городе Нерюнгри. И действительно, у нас в поселке температура значительно ниже, опускалась до минус 50 градусов, поэтому у нас были объявлены актированные дни. У меня дети-школьники 1 и 7 класс. Мы сидели дома, но сегодня потепление, поэтому мы сегодня дружно пошли в школу после таких морозов. Хочется добавить, что город, ко всему прочему, стоит на высокогорье. И порой температура минус 39, даже с небольшим ветром, ощущается гораздо ниже, чем если бы она была, например, минус 45, но без ветра. Сам прогноз по температуре можно посмотреть и на термометре дома, на некоторых зданиях, где установлено специальное табло, и на различных сайтах. И везде информация хоть немного, но разнится. Родители теряются, вести ребенка в школу или нет. Чтобы определить, какова температура наружного воздуха, необходимо руководителям образовательных учреждений обратиться на сайт интернета Яндекс, и там температура воздуха у нас показана. Но есть ребята, чьи родители не могут оставить одних, они могут привести ребят в школу, и школа обязана начать с ними образовательный процесс. На данный момент отмечается потепление, но до конца зимы еще далеко, поэтому нерюнгринцы одеваются потеплей и внимательно следят за прогнозами синоптиков. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Сергей Козюра, Нерюнгри. 5-летнее соглашение о сотрудничестве подписали сегодня Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд республики с Мегино-Кангаласским и Горным районами. На церемонии присутствовали делегации районов под руководством глав и директор центра Леонид Спиридонов. Теперь сотрудники центра подготовки будут выезжать на эти территории для проведения мастер-классов и крупных соревнований в многофункциональных спорткомплексах на местах. Один комплекс уже введен в работу в Нижнем Бестяхе, а второй зал строят к играм Манчары в Бердигестяхе. Также планируется тесное сотрудничество по линии медицины, науки и антидопинговой работе. Мы, как работники высшего спорта, у нас обязательно должна быть спортивная резерва, которая в 90% ребята поступают из районов. Поэтому мы будем работать и в дальнейшем и с районами, которые еще не подписали. Мы хотим, чтобы другие районы тоже взяли пример Мегино-Кангаласского и Горного Луса. Таковы главные события вторника. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.